собираются к Новому году, 31 декабря как-никак. Все что-то ходят, что-то выбирают, подарки, цены поднимают, да. Интересно, да, взглянуть вот психология людей, как она построена вообще на этом. Естественно, да, каждый... Вообще, вы знаете, да, я вам хочу открыть такой небольшой секрет, то, что все люди эгоисты на самом деле. Эгоисты, причем все по голову, не считая там даже те, кто верит в Бога, там говорит, что помоги ближнему своему, да, все эгоисты. Вот те, которые говорят, помоги ближнему своему, они ждут чего? Поощрения. Они ждут поощрения в свой адрес, то, что да, ты такой хороший, да, ты такой. То есть все эгоисты любят, когда их хвалят, там, когда что-то это. Ты тоже эгоистка, все мы эгоисты. Ну, хочу сказать то, что из них некоторые осознают то, что они эгоисты, а некоторые не осознают, то есть пытаются сказать, нет, вы что, я не такой, я не такая. Все мы люди одинаковые. Просто у кого-то мысли так расположены, у кого-то мысли по-другому, кто-то хочет одно, кто-то хочет другое. Есть несколько уровней, по которым, например, я говорила, да, на прошлом семинаре, то, что страхи, да, у всех есть. Но некоторые боятся не в силу того, что они там, во-первых, вот я еще хочу поговорить на эту тему, страхи, они приходят с детства. Вот как семья настроит, вот при Советском Союзе, помните, да? Вот сейчас, кто вышел из Советского Союза, допустим, старшее поколение наше, да? У них есть страхи какие-то например, выступать перед публикой, там, то есть высказывать свое мнение. Почему? Потому что раньше это было все запрещено, да? Говорить о сексе, там. Это было раньше все запрещено, все было занавес было, да? Их напугали просто. Вот это все с детства привелось, и поэтому они сейчас, может быть, в некоторых планах боятся об этом поговорить там или что-то еще. Или тоже мешает им во многом реализовать себя. Тормозить просто. Но что хочу сказать, что прививается с детства. Вы, мамочки, пожалуйста, не запугивайте своих детишек, а то они потом кем станут, когда вырастут. Подумайте над этим. И если уж на то пошло, если вас так запугали в детстве, что вы уже не знаете, как себя, куда деть, куда реализовать, не знаю, как найти работу, не знаю, как встретить парня своего любимого. В основном такие проблемы возникают. Верьте в себя, любите себя, как все эгоисты любят, как все эгоисты это делают, и будет все у вас хорошо. Но самое главное, знаете, вот для того, чтобы достичь своей цели, нельзя, как сказать, не то, что нельзя, я вам не советую ходить по головам. Это низко. Будьте достойны себя, выделитесь чем-нибудь, что у вас есть такое, что ничего нет у других, да? Выделите себя на этом уровне, но ни в коем случае нельзя по головам ходить. Не надо, это гнилое дело. Это тоже еще определенная слабость, когда человек ради кого-то начинает выходить за счет кого-то, да, в компании, там, допустим, они там скажут, ой, да ты такая, ты такой. Есть такие люди, давайте не будем о них говорить. Дело в том, что вот эгоисты, я говорю, что все собираются, да, вот новогодние праздники. Вот чего ждать от Нового года? 2011 год, вау. Что-то всех спрашиваю, как, что? Тут не чувствуется что-то. Мне тоже не чувствуется, если честно. Почему? Почему не чувствуется? Да потому что все у нас есть. Разленились уже. Люди лениво ходят по супермаркетам, выбирая себе подарки, бешеные на акции какие-то, да? Потому что лень. Уже все есть. Ничем не удивишь. Раньше при ожидании Нового года там что-то, какое-то чудо, может, произойдет, там чего-то интересно было, да? Но с возрастом все проходит, все говорят, да не только сейчас дети даже никакого кайфа не стоит. Если только костюмы поменять, да, там. Если у меня Бэтмен, я в том году был там тем-то, да. Может быть, из-за этого им интересно, может быть, там подарки. А нам сейчас что-то ничего не интересно. Скучно, обидно что-то. Вот. Ну, что я еще могу сказать? То, что Новый год такая вещь. Все старое уходит, все забытое, все новое приходит, все будем строить. Вот есть такие люди, да, они говорят, вот действует насчет действия, да, вот завтра будет лучше, завтра будет там, я настрою себя хорошо, я поработаю над собой, и завтра я начну действовать.
и отдохну сейчас. Вот у меня еще нет недостаточно сил для того, чтобы совершить. Нет, лучшее время действовать уже наступило. Нехер ждать. Извините за выражение. Ждать не надо, надо действовать. Делать, делать, делать. Вот. Ну что, с наступающим Новым годом нас. Сегодня не знаю даже, как отмечать. Тупо вот с друзьями можно собраться, да, в любое время, мне кажется, и в любое время посидеть, также погулять, там, не знаю, выпить, там, еще что-то пошутить. А сейчас, ну, все уже приелось, все уже есть, деньги есть. И люди, думаете, что у них денег нет, думаете, такой несчастный народ. Но об этом поговорим в следующем семинаре. Я вам расскажу, откуда у людей деньги, и как они их делают, и у кого их нету, и действительно, и кто в жопе полная, а кто в процветании. До встречи, бай.